Это робот из серии коллаборативных, он безопасен для человека. Так казанская компания придумала, как увеличить производственные мощности предприятий. По задумке, этот промышленный робот должен заменить операторов и при этом экономить электроэнергию и снизить вред для экологии. Это может быть технологии покраски, которые позволяют снизить расход краски до 30%, тем самым снизив экологическую нагрузку на экологию. Роботы не требуют нужной освещенности, которую требует оператор, и отопления. Соответственно, мы здесь экономим электроэнергию. Свои стенды представили полсотни компаний из России и зарубежья. Всего же на поля форума приехали 1000 участников. Все они крупнейшие специалисты в области энергетики. Хотим войти в федеральную программу. О своих технологиях компании рассказали Рустаму Минниханову, заместителю министра промышленности и торговли страны Михаилу Иванову и другим гостям. Открывая форум, президент Татарстана подчеркнул, сегодня в республике энергоэффективность и ресурсоснабжение – одно из приоритетных направлений. У нас добрая традиция проводить вот такое большое мероприятие, выставку. Прекрасная такая площадка, она своеобразная. Здесь и бизнес, здесь и регион, интересы региона, все это совмещено. Реализация принципов энергоэффективности, она связана в частности со снижением платы за энергопотребление, с повышением ресурсной эффективности. Все эти факторы, так или иначе, вчера в своем послании затрагивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И мне особенно приятно, что Республика Татарстан находится на острие решения этих важнейших задач. На заседании правительства республики отметили, сегодня Татарстан опережает развитие энергетической стратегии страны, обозначенной до 2024 года. Положительных результатов удалось достичь благодаря модернизации энергостанций. Вместе с тем перед республикой стоит задача к 2030 году снизить энергоемкость валового внутреннего продукта на треть. При этом на производственные показатели повлияла пандемия. Производство электроэнергии в республике с учетом объектов распределенной генерации снизилось на 18% к аналогичному периоду прошлого года, составив около 24 миллиардов киловатт-часов. При этом по единой энергосистеме России выработка уменьшилась в целом на 3%, то есть наши станции вырабатывали меньше электроэнергии. При этом по программе энергоснабжения смогли сэкономить. Например, в Альметьевске за последние 5 лет потребление электроэнергии сократилось на 28%. Главные проблемы – ветхость зданий, отсутствие узлов учета и низкая компетентность руководителей. Это касается бюджетных учреждений. Многие узлы учета функционировали просто для того, чтобы поставить галочку. И выяснилось, что в каждом третьем учреждении не были проведены своевременные поверки этих узлов. Этим никто не занимался. Рустам Минниханов подчеркнул, в республике уже реализуются проекты, которые еще недавно считались далеким будущим. Например, использование водородного топлива, электромобилей или сжиженного природного газа. На многие современные тренды помогает обратить внимание и международный форум. Эта площадка является ключевой для встреч с первыми лицами республики, налаживания деловых связей и возможностью выйти на рынок Татарстана. Подписывают соглашение. И сегодня на полях форума Рустам Минниханов обсудил перспективы межрегиональных связей с главой Магаданской области Сергеем Носовым. В рамках встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Адель Мендубаев и Александр Лобанов. ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.